74 года назад в этот день участники Великой Отечественной войны встретили заслуженную, отвоеванную и долгожданную Великую Победу. У каждого ветерана той страшной и жестокой войны своя история, история всей его жизни. Кто-то защищал общую родину от врага на полях сражений, кто-то в тылу помогал и трудился как мог. И у всех была одна общая цель – освободить родину от фашиста. Поздравляя ветеранов Великой Отечественной из Абхазии, президент страны Рауль Хаджиба отметил, что наш многонациональный народ внес весомый вклад в героическую борьбу с общим врагом. Мы помним о том, что из 55 тысяч участников Великой Отечественной войны, выходцев из Абхазии, 17 430 человек сложили головы, сражаясь в ожесточенных боях. Золотыми буквами вписаны в документальную летопись нашей страны имена 22 героев Советского Союза. Мы воспитываем подрастающее поколение на примерах стойкости и храбрости защитников Родины, покрывших себя неувядаемой славой на фронтах Великой Отечественной. С первых дней войны наша республика и днем, и ночью работала под девизом «Все для фронта, все для победы». Наш народ продемонстрировал сплоченность и огромный энтузиазм во имя укрепления тыла и обороноспособности, оказания достойного сопротивления врагу. Слова поздравления и благодарности выразил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шоня. Его боевой путь начался в 17 лет, когда он добровольно ушел на фронт и по распределению попал в Краснодарское пулеметно-минометное военное училище. В составе 24-й гвардейской дивизии в 1942 году участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова. После сильного ранения в 1944 году вернулся в Абхазию. Позже в Кутулской средней школе преподавал начальную военную подготовку, а затем много лет проработал в Творчальской шахте. Сегодня, в свои 95 лет, Алексей Шоня возглавляет Союз ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии. Живите, здравствуйте, живи, дай Бог вам здоровья. Самое меньшее 92 года, самое больше 98 лет. И стариков вот еле-еле держимся, и нас смотрит все хорошо. Желаю, наша Родина, Абхазия между Ингурией и Псов, мир, дружба, служба, желаю им все хорошего. Воевали за общую победу и представительницы прекрасной половины человечества. Наш ветеран Нона Дорофеева, пройдя всю войну в составе авиационного полка, дошла до Берлина и праздник Победы встретила в Германии. Будьте здоровы все. И вы тоже. Спасибо. Спасибо всей молодежи, что нас поддерживает. Участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина поблагодарила за прием и поздравления. По доброй традиции ветеран прочла всем присутствующим стихи собственного сочинения. Победа, юбилей, ей 74, солидная по меркам дата, а мы все возвращаемся назад, победный и далекий 45-й. Люди, пережившие войну, порой бывают югутивы, но они иначе празднуют весну и по-иному празднуют победу. Уже нельзя собрать однополчан, чтобы в кругу с друзьями пообщаться. Они живут теперь в границах разных стран. Отмечая День Победы, почтим погибших памятью живых, подымем тост из-за отцов и дедов, за всех любимых, близких и родных. Завершая праздничный прием, глава государства еще раз поздравил ветеранов с праздником, пожелав героям здоровья и мира. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ.